Лечение с комфортом. Хирургический корпус Республиканской детской клинической больницы открылся после почти двухлетней реконструкции. Все отделения переехали обратно на свои привычные места. Обновленные палаты уже приняли своих первых пациентов. Азат Садреев пообщался с ними. В середине января Нурзеля Салихова во второй раз стала мамой. Приехав на обследование в РДКБ, больницу узнала не сразу, а в приемном отделении и вовсе как будто оказалась впервые. Первое впечатление положительное. И персонал здесь очень добрый. И все понравилось, приняли, как говорится, от души. Обновилось не только медучреждение, но и персонал. РДКБ продолжает привлекать молодых специалистов. Кристина Павловская переехала в Уфу из Москвы, где работала врачом-гематологом в городской детской больнице. Условия труда на нынешнем месте не хуже, чем в столице. У нас здесь есть 4 полноценных бокса, где можно осматривать ребенка, где можно сесть за компьютер, оформить первичный осмотр, всю документацию. И докторам намного свободнее и просторнее стало работать. Пациентам в этом плане тоже удобнее, потому что там есть достаточное количество места, где расположиться. Поздравить коллектив с новосельем приехал министр здравоохранения республики Максим Забелин. Руководитель ведомства не раз посещал РДКБ во время капитального ремонта. Ход работ держал на личном контроле. С начала года состоялся уже переезд, в полном объеме работает необходимое, все площади помещения. Заработал у нас и травмпункт в новых условиях, который является единственным круглосуточным травмпунктом детским для города Уфы на базе Республиканской детской клинической больницы. Пожалуйста. Булат приехал на лечение из Иглинского района, и хотя в больнице он провел всего 2 дня, его мама говорит, что у сына уже есть положительная динамика. Благодарит за это врачей и рассказывает, что изменилось в палатах. Нам очень здесь нравится, в палатах уютно, чисто, все хорошо, в туалетах, все условия у нас в палатах есть. Утренний обход по обновленным отделениям проводит и главврач детской республиканской клинической больницы. Он лично контролировал каждый этап капитального ремонта. Говорит, таких условий в корпусе 1969 года постройки не было никогда. Все операционные и все реанимационные палаты выполнены по типу комплекса чистых помещений. То есть туда подается практически стерильный воздух. Снижен намного риск различных осложнений. Но это и комфорт и для пациента, и комфорт для медработников, которые и врачи, и медицинские сестры каждый день, каждый час в течение круглых суток находятся рядом с пациентом. Санузел теперь установлен в каждой палате, а не один на отделение, как было раньше. Обновились и операционные, где стало просторнее и светлее. Кстати, до того, как попасть на операционный стол, пациенты сначала проходят подготовку в специальной комнате в присутствии родителя и психолога. В игровой форме детей знакомят с медицинским оборудованием, чтобы избавить их от страха. Эта маска присоединяется к контуру, который ребенок в дальнейшем операционный, накладывается на лицевую часть, и ребенок вдыхает газовый состав. На протяжении почти 2 лет 9 отделений хирургического корпуса располагались в соседних зданиях. Дети получали профессиональную медицинскую помощь в стесненных условиях. Теперь эти неудобства остались позади. Для своих маленьких пациентов и их родителей коллектив РДКБ создал не просто комфортные, а по-настоящему домашние условия. А дома, как известно, и стены помогают. Азат Садреев, Булат Закирьянов и Мунир Вильданов. Новости Уфа.